Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на доверие. Тема звучит так. Доверяет ли он вам? И нужно ли вам доверять ему? Загадайте, пожалуйста, мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы оба недоверчивые. Вот как хотите. Вы недоверчивые, причем от природы. И мужчина. Мужчина вообще интересный персонаж здесь вышел. Давайте с него начнем. Мужчина вышел, знаете, вот есть такое выражение «скользкий тип». Это про вашего мужчину. Он такой и есть. Он не доверяет никому. Не доверяет по одной простой причине, что сам любит исказить информацию, приврать и навести туману. Вот такой вот он человек. Возможно, таким он стал под влиянием каких-то ситуаций, а возможно, таким он и родился. Да? Все это пошло с детства. Может, семья такая была, где люди друг другу там привирали. Знаете, как научился дурного от родителей, либо такая атмосфера была, может быть, в такой среде он рос, да, где люди были не очень честные, не очень порядочные, и вот прям у него выработалась такая стратегия не верить никому и самому в случае там необходимости, острой, либо просто, да, по случаю, немножечко привирать. Вот такой вот он персонаж. Это неплохо, но и нехорошо. Да? Потому что все-таки в отношениях, у нас же, когда пара формируется, это союз. Причем союз равноправных партнеров. Ну так, в идеале должно быть. Да? То есть, опять же, союзы держатся на любви и на доверии. Вот. Он этого не выполняет. Либо выполняет там, буквально наполовину. Зная себя, зная то, как он себя проявляет, зная, как он там привирает, где он привирает, он судит всех людей по себе. То есть, если он вам врет, то он считает, что и вы можете ему там где-нибудь там слукавить, не договорить, либо немножечко там поменять цвета, тональность можете поменять. Вот есть это за ним, есть. И вы уже, кстати, не раз в этом убедились, что он так себя ведет. Вас это, конечно, очень сильно обижает. Ведь вы, девочки, стараетесь ему верить. Верить вы стараетесь. Были такие случаи, которые вас немножечко в этом плане отрезвили, да, но тем не менее, как говорится, оптимизм – это то, что нас ведет вперед. То есть вы надеетесь, что не может же он все время мне врать, не может же он там постоянно тень на плетень наводить. Мои хорошие, взгляд ребенка, да, у вас на него идет как взгляд ребенка, а он на вас смотрит таким прям пораженным, хитрым, лукавым взглядом. Так, и еще по поводу этого мужчины. Ему вот это умение помогает в его делах, в его работе. И неважно, кем он работает. Он может работать, там, не знаю, слесарем, также он может быть бизнесменом. То есть ему это на самом деле помогает. Эта стратегия, такая норма поведения, она ему помогает. Он от нее не стремится отказаться. Он вообще в этом ничего дурного не видит. Понимаете? Он считает, что это нормально, естественно. Что же мне все время правду всем говорить? С правдой деньги не приходят, да, карман не наполняется, либо люди на меня смотрят без должного уважения. Такой, любит блеснуть, любит приврать, и также он думает, что к нему относится. Так, еще, девочки, чтобы вы для себя понимали, мужчина не откажется от этой привычки
врать, искажать правду, до момента какой-то острой ситуации. Вот когда ему придется то ли вам поверить, довериться, то ли, знаете, вот ваши слова, в которые он не поверит, они подтвердятся. Да, вот он получит прям неопровержимые доказательства того, что вы были честны. Здесь придется немножечко подождать. Изменится ли ваш мужчина когда-нибудь, в принципе, да, перестанет врать? Нет, он никогда не изменится. Он всегда будет таким немножко лукавым, с хитринкой человеком. Я уже сказала, да, это помогает ему в жизни, это помогает ему особенно в работе. Если он перестанет врать, девочки, он будет бедный. Он будет бедный, у него не будет денег, он будет безработный. Да, ну таким станет. Вы хотите этого? Я не думаю. Поэтому здесь нужно либо терпеть, принимать, либо как-то радикально решать эту ситуацию, эту проблему. Так, что касается вас. Но вы вообще человек по жизни честный. Вот я вижу вашу честность. Если вам и приходится где-то соврать, то для вас это муки адские. Вы потом все время об этом думаете. Вы думаете, ну зачем я это сделала, ну зачем я так поступила. Ох, а если кто-то узнает, да это же скандал, да это же позор. То есть для вас каждая ложь, она как мука. Вы простите, извините, но я вижу, что вы тоже иногда можете это сделать. Но делайте просто в каких-то экстраординарных ситуациях, экстренных ситуациях, суперважных ситуациях, когда по-другому поступить нельзя. Ну, допустим, мама говорит ребенку, что если ты будешь делать это, то ты, например, там, вырастешь плохим человеком. Это ведь тоже вранье, да. Вы можете, например, своей маме сказать, что мама, у меня все хорошо, я там себя чувствую прекрасно, питаюсь замечательно, никаких проблем у меня нет. Да, вы не хотите беспокоить свою маму, поэтому вы искажаете вашу реальность. Да, вы подстраиваетесь под ожидания вашей мамы. Да, есть и другие случаи, но я не хочу про это говорить, я не хочу это ковырять. Каждый за себя знает сам. То, что вы тоже иногда привираете, это есть. Но в целом вы стараетесь, чтобы все было вот чинно, благородно, абсолютно прозрачно, ну по возможности, да, прозрачно. И когда вам нужно приврать, ну это мука адская для вас. Так, вижу, что вы человек недоверчивый, но ваша недоверчивость, она идет от обманов, с которыми вы столкнулись на протяжении своей жизни. Вас плохие люди, которые вас обманывали, научили, что доверять всем подряд нельзя. Вы человек, который перепроверяет информацию, вы человек, который наводит справки. У кого-то это прям уже правило стало, причем правило железобетонное. Вот настолько вы пострадали от лжи, настолько вы пострадали от обманов, что теперь вы такая, не-не-не, я сначала проверю, а потом я поверю. И это, кстати, очень правильный подход в жизни, очень правильный. Он не раз вас спасал и еще в будущем не раз вас спасет. Учите этому своих детей, вот даже самых маленьких детей, внуков, начинайте учить тому, что да, людям нужно доверять, но доверяя, всегда проверять. Это очень хорошее знание, которое поможет вашим детям и вашим внукам. Так, еще. Здесь, кстати, кто-то из женщин в прошлом очень больно обманулся в любви. Эта боль, она, рана, которая никак не может зажить. Либо, знаете, у кого-то зажила, но остался очень мощный рубец на сердце, который иногда дает о себе знать. Да, нахлынут воспоминания, вот вспомните, и прям аж хочется выть даже без луны. Значит, мои хорошие, по поводу ваших отношений. В принципе, все логично, вы мужчину этого знаете, вы уже, возможно, его ловили на том, что он привирает, либо на ваших глазах он привирал, вы это видели, конечно, вы это осуждаете. Конечно, вам было неприятно, но тем не менее есть и другие его качества, за которые вы его любите и которые вы в нем цените. То есть для вас момент вот это доверия, правдивости, он не критичный. Вы умеете с этим жить, вы умеете это обыгрывать, обходить. Плюс у вас очень классная интуиция, которая вам всегда подскажет, где истина, а где ложь.
С этим мужчиной я вижу у вас прекрасное совместное будущее, несмотря на его особенности, несмотря на ваши особенности. У вас дорога жизни, она хоть и витиеватая, но все-таки она вперед и вверх. То есть в развитие, в улучшение, в стабильность. Не все будет даваться легко, не всегда вы сможете с ним договориться, да и сейчас вы не всегда договариваетесь. Но это нормально, нормально, когда вы спорите, ведь именно в споре рождается истина. Что касается доверия, будет ли он когда-нибудь слепо, всецело доверять вам? Я уже сказала, да, это не тот человек, но с каждым новым днем, с каждым новым месяцем, годом доверие будет становиться все больше и больше. То есть ему нужен достаточно серьезный пласт времени, чтобы вот прям научиться доверять. И именно вам доверять. Не всем, а именно вам. То есть он каждый раз будет убеждаться. Он, кстати, иногда вам какие-то проверочки устраивает. Кто-то из девчонок догадывается, что это проверочки, и обижается, когда он проверяет. А кто-то даже не догадывается, живет в своем привычном ритме, не обращая внимания на его какие-то там приколы. Проверочки он устраивает для себя, девочки, для себя. Вот он как будто бы этими проверочками сам себе доказывает, что вы женщина хорошая, порядочная, и что только вам ему следует доверять. Что у меня прям язык заплетается, немножко устала, извините. Либо вы устали очень сильно. Возможно, кто-то из девчонок после работы, тяжелый день был, устали, прям энергетику усталости чувствую. Давайте я камушек, наверное, положу, который вас полечит, восстановит силы. Пусть он тут полежит, пусть восстановит ваши силы. Так. Смотрите, в вашем будущем, благодаря вашему умению проверять, а его умению привирать, вы очень неплохо будете жить. Очень неплохо. Будет даже такой момент, когда вы будете гордиться своим мужчиной, вот какой он у вас все-таки умелый, хитренький и умеет обыграть ситуацию, даже привирая. Вот будете им гордиться. Это будет в будущем. Но детей, внуков, я уже сказала, да, учите быть честными, порядочными людьми и проверять всю информацию. Не позволяйте этому мужчине в будущем обманывать ваших общих детей, либо внуков. То есть прям так строго ему и говорите. Если ты не можешь сдержать свое слово, либо выполнить свое обещание, либо там решил перед ребенком чем-то похвастаться, не говори про себя. Не говори от себя, промолчи, уйди, откажись от разговора. Не надо в семье детям, особенно маленьким, врать и показывать такой дурной пример. Дети ведь все впитывают как губка. Это плохо. Это плохо, и учить этому не нужно детей. Так, дойдете ли вы до абсолютного доверия с этим человеком? Но с его стороны, да, я вижу, что он будет вам всецело абсолютно доверять. Только вам. Понимаете, он даже маме, например, своей не доверяет и доверять не будет. Вот всецело абсолютно. А вам он будет доверять всецело абсолютно. А вот вы никогда не будете ему полностью доверять. Вы всегда будете его перепроверять. Либо, знаете, дойдете до такого состояния, когда вы будете понимать, вот с полуслова вы будете понимать, где он говорит правду, где он немножко приукрашает, либо искажает. В принципе, вас обмануть невозможно будет. Невозможно, и тем более и ему. Ведь вы его с каждым новым днем все лучше и лучше изучаете. Изучаете уже как облупленный перед вами. Знаете, он еще не подумал даже, а вы уже знаете, что он скажет. Да, вплоть до того, что он скажет там, через неделю, либо что он скажет по поводу какой-то ситуации. Вы все это будете знать, вы будете его на несколько шагов вперед просчитывать, обыгрывать. И это будет очень-очень интересно. Он всегда будет этому удивляться, всегда будет восхищаться, немножко злиться, как вы умеете это делать. А это, девочки, определенный дар, это талант, и эта любовь дает вам эту силу, дает вам эту возможность. Отношения мне ваши нравятся.
Нравится, на самом деле нравится. Да, все люди разные, кто-то более честный, кто-то менее честный. Но нельзя же ставить крестики на людях, если они, ну, вот такие, какими они есть. Да, надо стремиться к лучшему, но я не вижу тут каких-то плохих последствий, я не вижу тут каких-то прям там измен, каких-то, не знаю, там на стороне шашни. Нет, этого нет. Нет, абсолютно нет. Я вижу любовь мужчины к вам и вашу любовь к нему. Вы хорошая пара, все у вас будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.